Сегодня в видео мы с тобой вспомним 25 только лучших игр на твой телефон или планшет, в которые реально хочется играть. И всем привет, братюни и сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если скачаешь хоть одну игру. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика У моего друга есть для тебя новости. недавно я начал играть в OneState. Меня удивило, что каждому игроку дают бесплатный бизнес для прокачки с гигантским количеством возможностей для заработка. В самой игре я встретил много игроков, ведь игра полностью состоит только из живых людей. Кто-то играет за полицейского, кто-то за военного. Видел даже тех, кто создает свою банду и держит город в страхе. С кем-то я даже подружился и поспорил, у кого круче тюнинг. Самое крутое, что все это на настоящей карте Америки с удивительной оптимизацией и крутой графикой. И я думаю, что это новый уровень мобильных онлайн-игр. Буду ждать тебя в OneState. Обязательно скачивай по ссылке в описании и вводи мой промокод на 10 тысяч игровой валюты. Это довольно прикольная игра, где мы будем в роли детектива по имени Джек Келли. Вас подставили и уволили с работы. Друзья вас предали, новый босс вас ни во что не ставит, а жена разлюбила, и вам пришлось надеть форму патрульного. И под видом инспектора на дороге мы будем вынашивать свой главный план. Это найти того, кто нас подставил. Еще тут забавные персонажи. Да. Короче, здесь будет все. Экшен, погони и приключения. В целом круто, поэтому советую поиграть. Это у нас мобильная лолка. Кстати, представь, как однажды портируют доту. А тут у нас, как и в ПК-версии, команды будут соревноваться в эффективности навыков своих героев. Основываясь на их умениях, герой играет ту или иную роль в сражении. Есть герои поддержки, которые вылечивают союзников. Есть герои основы, которые добывают золото, покупают необходимые предметы и набирают свою мощь к последним этапам игры. Есть несколько универсальных героев, которые могут дать отпор на средних этапах и неплохо показать себя в лейте, как и в полноценной версии. Здесь сражения такие же короткие, минут 15-20. Естественно, влияет не только фактор личного навыка, но и факторы навыка ваших союзников, командное взаимодействие и умение находить общий язык с командой. Да-да, все именно так. И всем, кто соскучился по моба-играм, советую поиграть. Я думаю, стоит рассмотреть эту игру не как клон от Rockstar, а как самостоятельный проект гигантов мобильной игровой студии Gameloft. Сюжет игры повествует о парне, который случайно облажался, имея дело с местным мафиози. И теперь ему в своей шкуре предстоит узнать, что такое вендетта бандитских группировок. Но наш герой не собирается сдаваться. Драки, погони, перестрелки. Тут будет все. Только в сравнении с 25-й строчки, с другой стороны закона, в нашем распоряжении будет большой выбор оружия. От дубинки с шипами и до огнемета. Помимо этого в игре есть кастомизация. Можно будет приобретать одежду, аксессуары, транспорт, которого, кстати, большое разнообразие. Тут есть мотоциклы, автомобили, катера и даже самолеты. И вообще мне эта игра напоминает больше Saints Row, чем нежели GTA. А как думаешь ты? Напиши в комментариях. Несмотря на схожесть, это хорошая, динамичная игра со своим сюжетом и своей атмосферой. Эта игра затрагивает довольно важную тему, волнующую все человечество. Проблема инфекций, вирусов и эпидемия, которая, кстати, не так давно была. Но в отличие от большинства игр, вам предстоит выступать не в привычной роли супергероя, а скорее наоборот. Стать коварным злодеем, разрабатывающим в тайной лаборатории смертельно опасный вирус. Ну, ничего не напоминает, да? Лайк, скажи, как попасть в видео? Все довольно просто. Нужно быть подписанным на канал, написать какой-нибудь интересный вопрос, ну или просто передать себе привет. Это крутой интерактивный квест, где игра будет разделена на 4 эпизода, в каждом из которых рассказываются героические подвиги людей во время Первой мировой войны. Всецело погрузитесь в ту эпоху и придите на помощь главным героям, разгадывая головоломки и помогая им справиться с тяжелыми временами. Истории, которые рассказываются в игре, не были взяты с реальной жизни, но зато вы узнаете много нового о тех страшных событиях и сможете увидеть ключевые места сражений. Вас ждет качественный квест на тему Первой мировой войны. Всем любителям квестов и головоломок советую поиграть.
Это прикольная игрушка, созданная по мотивам Among Us. Мир, где интриги, обман и разгадывание загадок соединяется в этой игре. Здесь нас ждет множество оригинальных ролей и разнообразных режимов. Выбирайте одну из 3 фракций и более 20 уникальных ролей, включая шерифов, шпионов, поджигателей и даже джокеров. Каждая роль имеет свои уникальные навыки, и это лишь начало космических приключений. И если ты любишь Among Us, то игра тебе точно понравится. Еще тут есть голосовой чат, что довольно прикольно. Очень просил или даже умолял добавить в ролик стендов. И вот он, пожалуйста. Это лучший клон CS-ки на наши телефоны. Кстати, а ты знал, что она была разработана русской студией? А тут мы будем играть за спецназ или тиров. Выбирайте любой из режимов. Командный бой, в котором побеждает сторона, совершившая наибольшее количество убийств. Закладка бомбы, где выигрывает одна из команд по результатам 15 раундов. Собственно, как всегда. И режим гонка вооружений. Смотрите на карту в левой стороне экрана, где находятся враги, и открывайте по ним беспощадную стрельбу. Как только они покажутся в поле видимости, к управлению здесь легко привыкнуть, потому что оно довольно типично для большинства шутеров. И также тут неплохая графика. Это забавная игрушка, которая по геймплею напоминает тот же Fall Guys. Но здесь вы играете за милого, шарикообразного героя. Здесь вас ждут захватывающие соревнования, где вам нужно будет проходить крутые трассы и выполнять задания. Но это не просто так. Чтобы победить, нужно быть быстрым и ловким и знать, как обойти всех соперников. Но не переживайте, у вас есть шанс собрать специальные ящики, которые дадут вам невероятные суперспособности. Круто, правда? Но это еще не все. Вы можете кастомизировать своего шарика, делая его еще более милым, покупая или выигрывая новые скины. А к особенностям игры можно отнести это множество мини-игр и довольно залипательный геймплей. Довольно мрачная юмористическая игра-симулятор, в котором мы перевоплотимся в Найджела Берга, некомпетентного псевдохирурга. Он держит инструмент в руках, словно трясущийся лист на ветру, и пытается спасти жизни пациентов. Самое забавное в игре – это управление. Оно настолько неудобное, что вся операция превращается в настоящую комедию. Вы будете управлять каждым пальцем доктора отдельно и, скорее всего, будете путаться в инструментах. И это, правда, довольно забавно. Но если у вас есть навыки и сможете справиться с этим сложным управлением, то сможете провести настоящую успешную операцию и вылечить своего пациента. Прикольная игрушка, поэтому советую поиграть. Это игра, где вы отправитесь в 80-е годы и станете основателем компании, занимающейся созданием игр. Выпускайте хиты, изучайте новые технологии и выбирайтесь на топовые позиции в своем деле. Помните, что успех в этом деле будет напрямую зависеть от степени изобретательности. Какие игровые направления лучше смешивать, на каком аспекте заострить внимание в конкретном жанре. В общем, всегда придется экспериментировать. Привет, Лайт. Можно привет, пожалуйста? Тимурка без проблем. Привет тебе. Это прям нереальный симулятор. Вы сможете создать собственный город, собирать ресурсы, чтобы строить здания, дороги и даже самые крутые достопримечательности, которые только можно придумать. А самое крутое, мы сможем купить себе собственный дом в своем же городе. Представьте себе, что вы гуляете по своему собственному городу, встречаете жителей и управляете своим собственным персонажем, словно в Симсе. Но это еще не все. Мы сможем организовать крутые мероприятия для своих жителей, чтобы они были счастливы и довольны. Мы сможем стать настоящей главой этого городка, который живет и развивается по своим правилам. И помните, речь идет не только о строительстве города. Мы сможем исследовать его, открывать новые места и секреты. А самое интересное, в городе есть множество мини-игр, таких как уличные гонки, захватывающие полеты на самолетах. Так что готовы ли вы стать настоящим мэром своего виртуального городка? Масштабная,
типичная и нелинейная РПГшка. После того, как документы об освобождении нашего героя подписаны, нас отправляют на все 4 стороны. Путешествуйте, исследуйте, заводите знакомства, вступайте в гильдии и в целом занимайтесь тем, к чему душа лежит больше. Нелегкие, но занимательные будни героя. Довольно шокирующая новость, но главный герой — это избранный. И у него в игре довольно важная миссия. Вам нужно будет изучать разные навыки, условно поделенные на 3 группы, и выбор только за вами. Кем мы станем? Это маг, воин или разбойник? Для улучшения одного из 27 умений. Очарующая особенность Morrowind — это ролевой геймплей эталонной формы. Я, кстати, помню, как тратил часы и даже дни на серию TES. И даже сейчас вспоминаю, как это было круто. Я все еще жду Oblivion на нашей мобилке. Если тоже, то ставь лайк. И всем, кто соскучился по отличным РПГ, очень советую поиграть. Это игра, в которой вы примерно семьянин, ведущий размеренную жизнь в небольшом городке. Однако все резко меняется с пришествием апокалипсиса. До взрыва остается минута, и вам за это время необходимо помочь главному герою в поисках своих близких и жизненно важных ресурсов. Придется решить, что в итоге оставить под волной уничтожения, а что забрать с собой. По сути, против вас настроено буквально все. Время, дом и мебель. Ведь каждый раз он будет меняться. Почему каждый раз? А потому что после каждого фиаско этот день будет начинаться снова, прямо как в фильме «День сурка». Ну и наконец, самое главное, вы думаете, что успешно добрались до убежища, и это все как бы не так. Отсюда только все начинается. От того, что вы взяли с собой, будет зависеть ваша судьба. Каждая история выживания будет разной, а каждый новый предмет принесет свои сюрпризы. Это гоночный симулятор с огромным автопарком, сюжетной кампанией, множеством режимов и челленджей. В этих гонках есть множество путей развития и режимов. Проходите сюжетку и раскрывайте секреты синдиката. Обзаведитесь соратниками и сражайтесь с противниками в уличных гонках. Хотите погонять с реальными игроками? Тогда вас ждут сетевые заезды. А любители качественных гонок не смогут не порадоваться огромному автопарку, который насчитывает более 40 автомобилей на любой вкус. От классических пикапов до современных гиперкаров. А среди локаций вы найдете самые разные места. Тут есть даже смена дня и ночи. В целом прикольно, в духе НФС. Это культовая серия игр о противостоянии нескольких рас за господство над городами и ресурсами. В свое время об игре герой знал каждый. Начиная с середины 90-х, вплоть до нулевых, популярность данных игр зашкаливала. Но и сегодня, несмотря на большое количество конкурентов, серия Герои Меча и Магии заслуживает считаться пионером и эталоном пошаговых стратегий. Порт получился удачным, за исключением нескольких нюансов с управлением. Помню, как в свое время собирались толпой, чтобы поиграть в Героя. Крутое было время. Если у тебя так же, то ставь лайк. Это научно-фантастический шутер с довольно красивой графикой. Событие игры берет свое начало в 2036 году, где наша планета сталкивается с параллельным миром. Вы, наряду с другими бойцами, выдвигаетесь на поиски причины возникновения аномалий. Главная героиня сталкивается с неизведанными монстрами, над которыми ей предстоит одержать верх. Используйте не только меч и автомат, но и специальное умение. Также тут есть кастомизация, которая позволяет наделить персонажа уникальным стилем и набором навыков. Это довольно новая игрушка про черепашек-ниндзя. Эта игрушка выполнена в классическом стиле 90-х, который мы все помним на Sega и Dendy. В игре можно выбрать любого персонажа и сразиться с командой злых футов и их лидером Шреддером, который хочет захватить этот мир. А каждый персонаж имеет свои уникальные приемы, а анимация довольно прикольна. В общем, это новые черепашки-ниндзя, игра, которую точно нужно заценить. Еще тут интересный сюжет. Лайт, так какая твоя любимая игра, в которую ты часто играл? Я думаю, это серия GTA. А если брать мобильную, то, наверное, Змейка. Хотя не шучу. На данный момент Warzone прям топ. Также пиши в комментариях свою любимую игру. И в ту, которую играешь сейчас. Я все почитаю, посмотрю. Тут нам придется окунуться в мир великих сражений вместе с легендарными персонажами, которые расскажут, как именно они прокладывали себе путь в историю. Главный герой потерял свою семью и остался сиротой, и поэтому он нашел свое призвание в боевых искусствах в деревне, где он жил.
упорные тренировки привели его к тому, что он стал первым мастером великой силы. Но пока он переживал свою историю, параллельно в это время происходили и другие события. Далеко на территории расположена Нефритовая империя. Так уж сложились обстоятельства, что на ее земле началась продолжительная засуха, которую спровоцировал Орден Монахов. В связи с этим за короткий промежуток времени погибло 2 императора, и Нефритовой империи нужен герой, который сможет разобраться в ситуации и наказать всех виновных. И, конечно, им будете вы. В игре есть прокачка главного героя, крутая боевка и огромный открытый мир. В этой игре вам предстоит сыграть за шефа полиции Джека Бойда, который должен заработать $500 000, прежде чем выйдет на пенсию через 6 месяцев. Как главный герой достигнет этой цели, полностью зависит от ваших принятых действий. Вы можете сделать все честно и правильно, убирая с улиц плохих парней, либо пойти более легким путем, например, воспользовавшись услугами коррумпированного мэра и подконтрольных ему преступных банд. Каждая ситуация требует индивидуального подхода. Вы можете лгать прессе, устраивать пытки подозреваемым, заметать следы преступлений или действовать более четко. Все решения полностью зависят только от вас. Игра порадует интересным сюжетом. Ваш выбор определяет дальнейшую судьбу главного героя. Тут нам придется начать с обычного фермера и дойти до профессионала своего дела. Здесь можно будет сеять большое количество разных культур и даже заниматься животноводством. Все виды техники, которые только могут быть на ферме, есть тут. Можно ездить на тракторах, комбайнах, грузовиках и даже легковых машинах. Разводите даже коней и участвуйте в их забегах. А вишенка на торте – это то, что игра с большим открытым миром, в котором можно развиваться самым разным образом. Это довольно прикольный шутер, где вам придется поучаствовать в военных действиях. Тут и аутентичное оружие, и неплохая графика, разнообразные карты, а также возможность применять на поле боя разные бронетехники. Чем-то напоминает батлу. Вас ожидают 4 большие карты. Любители разного плана игровых режимов будут довольны, ведь в игре есть целых 7. А также можно создать собственный сценарий битвы. 2 десятка вооружений, от пистолетов до тяжелых пулеметов. И не только. Кстати говоря, его можно будет улучшать, изменяя его внешний вид и начинку. Это мегапопулярная игрушка в блочном мире. Она является одной из самых успешных в истории. И да, это Майнкрафт. В отличие от многих игр с выстроенными сюжетно-линейными уровнями, что в какой-то мере лишает определенной свободы действий. Майн переносит нас в мир, состоящий из блоков, а игровые блоки представлены разными материалами. Используя их, можно будет построить свой уникальный мир. Хотя зачем я все это рассказываю? Ты так все знаешь. Это довольно прикольная королевская битва. Сюда я бы хотел отнести еще и PlayerUnknown's Battleground и Fortnite. Но давай рассмотрим именно ее. По сюжету вы оказываетесь в 2084 году, где выжившие после мировой трагедии живут в отдельно изолированных городах. Но время от времени им приходится сталкиваться в беспощадных сражениях ради ресурсов и полезных материалов. Все как в фильме «Голодные игры». Перед началом боя выберите себе одного из 6 персонажей, который обладает уникальными способностями и характеристиками. Затем вооружитесь огромными футуристическими пушками, пулеметами и бластерами и отправляйтесь на огромное поле сражений, где проходят схватки между командами. Там также можно использовать разную технику, такую как тяжелые танки, огромные мехи, быстрые вооруженные автомобили, но и многое другое. И самое прикольное тут – это то, что каждый может использовать джетпаки, от чего сражение становится только динамичней. Постепенно прокачивайте вашего персонажа, приобретая все более мощное вооружение и экипировку. Но мы с тобой двигаемся ко второй строчке. Эта игра смогла объединить все лучшее из разных частей серии, в том числе проработанные карты местности, легендарных героев, оружие и экипировку. Сыграйте за наиболее знакомых бойцов, сражайтесь в эпичных онлайн-битвах. Тут первоклассная графика, динамичное звуковое сопровождение и комфортное управление. Окунитесь в тактические бои. А еще тут широкие функции для кастомизации и прокачки параметров персонажей, а также их вооружения будут доступны по мере того, как вы проходите задания
в игре. Тут у нас есть несколько режимов, в том числе онлайн 5 на 5, а также PvE рейды, где потребуется уничтожить орды мертвяков в одиночном или групповых режимах. Из плюсов игры — это очень крутой геймплей, настраиваемое управление и всеми любимый Battle Royale. А вообще на самом деле хотелось бы добавить сюда Warzone, но он выйдет только 30 марта, поэтому ждем. Помню свою первую GTA, если мне не изменяет память, это была Vice City. А ты помнишь свою первую GTA? Напиши в комментариях. А это у нас небольшое ответвление. По сюжету игры главный герой Тони, который знаком по предыдущим частям, возвращается в родной город, прямиком с аэропорта направляется в особняк мафиозного главаря. Парень понимает, что за годы его отсутствия в Либерти-Сити много что изменилось, и на протяжении всех миссий предстоит приложить все усилия, чтобы помочь ему вернуть свой авторитет. По ходу игры вы будете выполнять различные поручения, принимать участие в перестрелках, угонять автомобили. А это у нас, как обычно, бонусная игра. И Волк среди нас должен выйти уже в этом году. Обещается прям шедевр. Поэтому ждем. А записаться на пререгистрацию ты сможешь по ссылке в описании. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также смотри вот эти крутые топы. И всем пока-пока.